Некоторые из этих животных пережили ужасные испытания. Они были выброшены на улицу, страдали от болезней или травм, а некоторых просто решили усыпить, не дав даже шанса на жизнь. Каждая история уникальна и трогательна. Необычный кот по имени Зульфикер уже 2,5 года возвращается в стационар. Когда он получил боевую рану на боку, волонтеры немедленно решили ему помочь. После выздоровления кот был выписан, но ненадолго. Спустя время он уже самостоятельно пришел к стационару с той же раной на боку, прося о помощи. У него не затягивается эта рана, но она и не гниет. Вот она у него сузилась, и мы его зашили. И так он у нас уже 2,5 года. Зульфикера снова вылечили, но волонтеры столкнулись с проблемой. Рана совсем не затягивается. Врачи предположили, что у кота сахарный диабет влияет на способность раны заживать. Сейчас четырехпалый живет в стационаре. Поиски дома успехом не увенчались, несмотря на игривость и ласковость кота. Сначала мы думали, это девочка, Зуля назвали. Оказалось, что это мальчик, и мы его Зульфикером перезвали. Историй действительно много, и не у всех счастливый конец. На днях в Зооhelп привезли домашнего котенка с просьбой усыпить. Что с ним случилось, не объяснили. Прежние хозяева отказались от малыша, не назвав даже его имени. Сейчас у него серьезное неврологическое заболевание и еще несколько диагнозов в придачу. Волонтеры говорят, что шансов у котенка мало, но все равно продолжают бороться за его жизнь. И таких историй немало. Справиться самостоятельно с такой ответственностью непросто, а помощь нужна всегда. Дом клиники у нас не маленький, конечно. Мы закупили корма, еще возим животных. Выше 100 тысяч у нас уже не принимают животных. У нас долги высокие, большие. Мы закрываем их, они снова у нас появляются больные кошки, и снова опять продолжается то же самое. Помимо вклада денежных средств, жители республики могут помогать в качестве добровольцев, привозить расходные материалы, перчатки, шприцы, бахилы, одноразовые пеленки. Корм питомцам дают специальный, лечебный, лучше напрямую у стационара узнавать, какой нужен именно сейчас. Лекарства нужны всегда, но о них тоже стоит узнавать напрямую у волонтеров. Стационар для бездомных животных в Малгобеке открыли две сестры, Радмила и Марианна. За 5 лет они спасли более 2000 жизней. Поначалу родители были против деятельности дочерей, потому что понимали, это слишком серьезная ноша. Но теперь Хади Цычоева, мама девушек, сама помогает им, душой болея за каждого питомца, который попадает в стационар. У нас в основном бездомные животные. Нам их приносят, где бы с Магаса могут принести, с Малгобека, с Сунжи, с Назрани. Просят помочь, звонят. Да. У нас есть водитель, который нам помогает, Чингисхан. Мы их отвозим в клинику в Михайловск, потому что у нас в Ингушетии нет такой клиники, куда можно было бы отвезти их. Сейчас в стационаре 73 животных, 6 из которых щенки. Большинство питомцев уже идут на поправку, но некоторые, которые находятся в боксах, ежедневно борются за свою жизнь. Этих щенят привезли из Сунжу, их маму застрелили, а позже волонтерам угрожали, что выбросят и малышей, если их не заберут. Другого выхода, как увезти щенят в Малгобек, не было. Самая большая цель волонтеров – открыть ветеринарный кабинет, где будут бесплатно лечить бездомных животных. Нередко люди проходят мимо тех, кому нужна помощь, потому что у них нет возможности лечить уличного кота или собаку. Благодаря такому кабинету каждый сможет принести уличное животное, чтобы его вылечили. Но сейчас это лишь мечта. Кабинет уже полностью готов к работе, но не хватает самого важного – оборудования. Все остальное мы, можно сказать, сделали. На оборудование у нас средств не хватает. Нам нужно средства на анализатор, на аппарат УЗИ, много чего еще нужно. Каждый из нас может внести свой вклад, чтобы как можно больше бездомных животных выживали и находили свои дома. Важно помнить, что мы должны нести ответственность за братьев наших меньших, а награда будет за доброе отношение ко всему живому. Амина Зязикова, Марьям Акиева, Сулейман Костоев, Магас 24.